Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные теплые комментарии, за ваши лайки, за вашу помощь и поддержку. Земной поклон, мои хорошие. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Какое счастье, какая радость идет в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, радость, счастье. Во-первых, радость идет от того, что вам станет легче, либо лучше. Может быть, это состояние вашей души, когда у вас стресс, у вас депрессия, у вас какие-то неприятные мысли в голове, панические атаки, либо даже приступы истерии. Вот вам станет гораздо легче. И легче, и лучше. Может быть, состояние именно физического здоровья, когда у вас что-то болит, какое-то недомогание, да, либо хроническое какое-то обострение. Вот вижу, что вам прям хорошо, и вы таким бодрым шагом отправляетесь вправо по своим делам, либо занимаетесь тем, что вам нравится, тем, что вам приятно, либо вашему сердцу. Очень хороший знак. Облегчение, улучшение. Вот что идет. Здесь будет счастье, здесь будет радость. Правильно, когда человек болен, когда есть недомогание, либо депрессия, когда опускаются руки, когда все тяжело дается. Нет уж никакой ни радости, ни счастья. А тут, смотрите, свобода движения, свобода действия. Просто отличное состояние. Так, теперь давайте пойдем в корень. В корень рисунка мне показывают человека, который для вас будет прям очень-очень сильно стараться что-то для вас делать. Делать либо за свои деньги, либо своими руками. И так может отыграться. Человек может на вас конкретно потратиться. Либо посвятить очень много времени вам, вашим, например, проблемам. Человек этот очень ответственный, порядочный, и этому человеку очень сильно хочется вам что-то доказать. Например, доказать, что он полезный, доказать, что он к вам неравнодушный, доказать, что он благодарный, либо она благодарная, да, может быть, это и женщина. То есть будет очень сильно стараться. Конечно, это радость, когда вас окружают такие прекрасные люди. И, конечно, это счастье, когда кто-то за вас что-то делает. Вот признайтесь честно в комментариях, как часто за вас кто-то что-то делает. Я думаю, комментариев будет очень мало. А тут прям такая ситуация. За вас, для вас, ради вас человек очень-очень будет стараться. Не могу сказать, кто этот человек вам. Вы все слишком разные. Но с правой стороны, то есть все-таки благое дело, благое, да, во благо. Так, еще усы мне выходят. Усы. Скорее всего, человек с усами, да, носит усы. Смотрите, от этого человека много смеха идет. То есть человек вас будет смешить своими действиями, своими поступками, какими-то рассказами. Очень здоровски поднимет вам настроение. Очень классно проведете время с этим усачом. Да, девочки, да. Может быть, он вам и понравится, либо будет делать все, чтобы вам понравиться. Здесь хорошее время вместе, хорошее время вдвоем идет. Так, с левой стороны у меня женщина, похожа на большую крысу. Что-то у нее с ушами. Либо слишком большие у нее уши, либо наоборот, слишком какие-то непропорционально маленькие. Может быть, такие длинные, обвисшие. Фу-фу-фу. Да, женщина-крыса, назовем ее так. Эта женщина лишается своего хвоста. Знаете, как кто-то оторвет ей этот ее слишком длинный хвост. Прям неприятненько этой женщине будет. Ой, как неприятненько. Пищать будет громко. Будет всех вокруг обвинять и всем покажет, кто она такая есть. Что не женщина она вовсе, а самая подлая крыса. Крыса, да. Может быть, знаете, как даже
обвинять всех подряд начнет, и всем гадости будут говорить и делать. Ну, потому что хвоста лишилась, хвоста. Люди от нее отвернутся. А от нее отвернутся, к вам повернутся. Радость? Радость. Счастье? Да, конечно, счастье. Да? Наконец-таки люди понимают, кто перед ними, кто есть кто вы, а кто она. Скорее всего, эта крыса с вами как-то конкурировала и очень много, возможно, гадости на вас наговорила, либо подставила вас в чем-то. Ну, видите, правда, она же ведь никуда не девается. Да, ее долго можно прятать, скрывать, но все равно она выйдет наружу. Этой крысе здесь достанется, ну так ей и надо. Ну, готовьтесь, крика будет много, но результат будет очень позитивный. Да, от нее люди все отвернутся. Либо ей, знаете, как еще в чем-то откажут, например, да, потому что она претендовала на какую-то должность. Либо она пыталась вас в чем-то опередить. И вот ей скажут: пошла вон, все, ты нам не нужна. Крыс нам не надо, все. Да, ну вот прям испытаете вы свою долю удовольствия от тех событий, которые будут с ней происходить. Так, и еще, девочки, у кого была в жизни такая ситуация, что вот мужчина с какой-то женщиной загулял, может быть, из семьи ушел, может быть, он с ней до сих пор гуляет, а вы как терпите, да, вы это все наблюдаете. Либо он гуляет, вот он ушел и гуляет с ней перед как-то вашими глазами. То есть когда они вместе, либо вот так случилось, что они вместе оказались, вот вы боль испытали, либо испытываете. Смотрите, там они прям, ну, испытают все прелести совместной жизни, назовем это так. Драться будут, убивать друг друга могут расходиться, разводиться, могут скандалить почем зря, могут друг друга в чем-то обвинять. Но там неспокойно у них будет, неспокойно. А вы от этого испытаете радость. Не то, что вы злорадствуете, нет. Просто, так должно быть, да, так и должно. Вы же понимаете, кто он, кто она. И то, что на чужом несчастье, счастье не построишь. Там очень такие тревожные звоночки будут поступать, да, новости оттуда будут очень тревожные поступать. Дерутся, разводятся, расходятся. Нет, вместе они точно не останутся. Мало того, что не разойдутся, так явно друг другу еще какие-то очень серьезные увечья нанесут. Да, увечья. Либо он ее там побьет, она у него потом деньги отсудит. Да, что-то типа такого плана. И вот каждая новость, которая будет оттуда приходить, вам как бальзам на душу. Да, туда им, как говорится, и дорога. Так, еще какое счастье, какая радость. За детей своих радоваться будете, за детей либо за внуков. Что-то хорошее у них в жизни будет происходить. Но опять же, вы все разные. Да? У кого-то детки результата добьются, у кого-то на хорошую работу устроятся, у кого-то удачные экзамены сдадут. Может быть, в какой-то вуз поступят, может еще что хорошее произойдет. Может, ваши дети своих детей уже будут дожидаться. То есть очень хорошие и счастливые новости. Именно из-за детей, благодаря детям, о детях, да, вот что-то хорошее происходит. Так, еще радость от каких-то сообщений вы будете получать. Тут кто-то вам написывать станет. Такое хорошее, теплое, приятное будет вам человек писать. Может быть, как знакомство в интернете, а может быть, уже существующий друг, знакомый, да, который начнет вам что-то писать. Прям от каждого сообщения веет какой-то добротой, позитивом, и вы всегда будете улыбаться, когда будете получать эти сообщения. Ждать будете, да, чтобы человек написал. Будете так заглядывать в свой телефончик, либо в компьютер, да, когда же ты напишешь. Приятно пообщаетесь. А у кого идет знакомство, например, на сайте знакомств, то сразу вот такой взаимный интерес у вас образуется. Будет очень приятно общаться, радость от того, что вы так быстро нашли очень приятного, интересного человека. Да, не дурак какой-то попался, там озабоченный, а хороший, приличный мужчина. Либо приличная женщина, если смотрят меня мужчины. Так, на работе, по работе, в делах, в бизнесе. Как ракушка раскрывается. По ракушкам это ваш потенциал. Это первый момент. Второй момент — это какие-то предложения для вас станут доступны. И третий момент — это молва пойдет о вас и о ваших уникальных способностях.
Вот чем бы вы ни занимались, где бы вы ни работали, сами на себя, либо на кого-то на предприятии, люди начнут говорить, что вы очень талантливый, способный и умный человек, профессионал высшего уровня. Если у вас есть какие-то документы, сертификаты, дипломы, считайте, что вы их подтвердили. Если нет, то прям так и будут говорить, что вот есть человек со степенью, и он тебе в подметке не годится, насколько ты сообразительна, либо сообразителен. Если вы чем-то своим занимаетесь, да, какие-то свои профессиональные услуги оказываетесь, человеческая молва вознесет вас туда, на Олимп, где ближе звезды. Прям удивитесь этому сарафанному радио и насколько хорошие позитивные отзывы о вас идут вот в народ, да, в толпу идут. Прям будут приходить новые клиенты и говорят, вот мне тот-то сказал, это сказала, я вот слышала. И вам всегда будет это приятно, тепло и радостно. Так, еще. Или какой-то человек, его пытались вытолкнуть с жизненного пути, как столкнуть, вытолкнуть с дороги. Вас очень так кидало во все стороны, штормило, но вы восстановитесь и дальше продолжите свой путь. Но обычно так отыгрываются всякие нападки, всякие такие, знаете, ловушки, всякие такие барьеры, да, которые вам устанавливают. Но кто-то пытался, вот реально пытался. Из подлости, из зависти, это уже не важно. Попытка была неудачной. Вы восстановитесь целиком и полностью. Если вдруг какие-то претензии были в ваш адрес, вас в чем-то обвиняли, вам что-то предъявляли, вы свое доброе имя восстановите целиком и полностью, причем в самые короткие сроки. Мало того, что восстановите, еще очень много защитников у вас, я вижу, за спиной стоят люди, которые готовы вот прям на Библии поклясться, что вы очень хороший, порядочный человек. Вот настолько люди в вас уверены. Это будет крайне приятно, и у вас очень много настоящих друзей. Даже если вы не общаетесь ежедневно, вы там вместе ничего не делаете, но люди ведь видят, кто вы есть. Люди очень хорошо к вам относятся. Очень-очень приятный момент. Так, и еще. Девушки, которые в паре и в браке. Вот я вижу напряженку между вами и вашим мужем. Да? Вашим парнем, вашим мужем. Вот какая-то напряженка между вами происходит. Вот такое какое-то давление вы на себе ощущаете. Как будто бы он вас пытается как перевоспитать, либо под себя воспитать. В какой-то степени подавить ваше начинание, да, либо продавить вас под себя. Вижу, что вы психанете очень сильно. Скажете ему, да, вы скажете ему, что, если что-то не нравится, да, давай на выход. Мужчина очень испугается, что он вас может потерять, и у вас прям резко все поменяется между вами. Мужчина станет более контактным, пойдет к вам навстречу и прекратит вот эти свои попытки на вас давить, либо вас продавить. Вот, вы себя поувереннее почувствуете, наконец-таки ощутите вот гармонию с друг другом. Вообще у вас как все на свои места восстанавливается. То есть, в принципе, априори, я вижу, что вы главное, да, вы командир. А он вот пытался это оспорить, но куда ему до вас? Куда ему до вас? Да и куда ему без вас, девочки? И этого он боится очень сильно. Еще, кстати, поймете его болевую точку, на которую вы можете периодически давить, да, чтобы своего добиться. Есть у него такая точка, и она с вами связана. И вы вот прям узнаете, что это за точка, как она называется, как с ней работать. Радость от того, что бразды правления ваших отношений, вашей семьи в ваших руках. Конечно, это радостное и счастливое событие. Так, еще радость придет от какой-то поддержки. Поддержка может быть материальная, может быть гуманитарная. Какая-то организация, какие-то люди. Кто-то будет вам что-то давать, передавать. Это будет очень приятно. Может быть, вам это и не нужно. Может быть, вы кому-то будете дальше переадресовывать, но тем не менее, то, что вам дали, это уже приятно, это уже хорошо. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.